Бисмилля. Альхамдулилля. Вассаляту вассаляму аля расулилля. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня мы будем проходить 23-й хадис. Этот хадис приводится от Муаза ибн Джабаль. Муаз бин Джабаль. Его кунья была Абу Абдуллах. Он был из ансаров, то есть жителей Медины, которые приняли ислам. И среди жителей Медины были два племени, Аль-Аус и Аль-Хазрач, и он был из племени Хазрач. И он один из 70 человек, которые дали клятву пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в Мекку и пригласили его в Медину. Также многие сподвижники сообщили о достоинстве этого сподвижника и сказали, он самый знающий из сподвижников о халяле и о хараме. И от него очень много сподвижников приводят хадисы, как Умар, Ибн Аббас и другие сподвижники приводят от него хадисы. Он умер, и ему было сказано 34, также было сказано 33, и также было сказано 38 лет. В 38 лет он умер по причине чумы, которая была в землях Шама. То есть, когда он поехал в Шам, чтобы обучать людей, там распространилась чума, и он умер от этой чумы в молодом возрасте. Несмотря на это, он достиг очень большого положения в исламе. Принял ислам он в 18 лет. И вот за это время он стал один из самых выдающихся сподвижников, и из ученых-сподвижников даже засвидетельствовали многие сподвижники, то, что он знающий о хараме и о халяле. Если кто-то хочет спросить о халяле и о хараме, то пускай обращается к Муаз бин Джабалю. То есть он был факихом. И он говорит: «Кунту ридфан набия саллаллаху алейхи вассалям аля химарин». Я сидел за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, на осле. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ехал на своем осле, и он сидел, Муаз бин Джабаль сидел сзади него. И говорит, нас отделяло только мухиратур рахиль. Также это слово некоторые ученые сказали, должно произноситься как муахирату, некоторые сказали мухирату. Смысл, то, что нас разделяла только палочка, дощечка, которая бывает сзади седла, для того, чтобы держался человек, или привязывать что-нибудь, вот эта дощечка, которая сзади седла бывает, вот нас разделяла эта дощечка. Почему Муаз бин Джабаль сообщает нам об этом, почему он сообщает, просто не говорит, что сказал ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или что спросил у него пророк, саллаллаху алейхи, а сообщает нам, что словами, то, что я сидел сзади пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и нас разделяла только дощечка, для того, чтобы слушающий его, тот, который услышит от него эти слова, понимал то, что Муаз бин Джабаль очень хорошо помнит историю эту. Очень хорошо помнит эту историю. И из-за этого Муаз бин Джабаль тот приводит подробности этой истории. И тут видим также снисхождение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так как посадил сзади себя человека, о его милости. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к нему: «О Муаз, халь тадрима хаккуллахи аля ибадихи, знаешь ли ты право Аллаха, которое возложит на его рабов?» То есть то, что рабы обязаны делать по отношению к Аллаху. Знаешь ли ты право Аллаха, которые должны совершать по отношению к нему его рабы? И «Вама хаккуль ибад аля Аллах». И каково же право рабов, которые возложить на Аллахе? Однако тут надо указать то, что Аллах субханаху ва тааля не обязан награждать тех, кто были единобожниками, те, кто совершали благие дела, и не обязан наказывать тех, которые не подчинялись ему и совершали грехи. Потому что, когда мы говорим «Аллах обязан» и «Аллаху нельзя», то этим мы можем привести к тому, что как будто бы есть кто-то над Аллахом. Может кто-то обязывать Аллаху или кто-то запрещать Аллаху. Аллаху никто не может запрещать и никто не может обязывать. Поэтому ученые начали объяснять, что это означает право рабов. И
некоторые сказали, имеется в виду то, что Аллах Субханаху ва Тааля обещал им, если они будут выполнять единобожие и будут совершать поклонение, то Он обещал им то, что введет их в рай. То, что введет их в рай. А Аллах Субхану ва Тааля не нарушает обещанное, не нарушает обещанное. Другие сказали, это имеется в виду, право, хак имеется в виду со словом достойный, а не то, что обязанность Аллаха. Однако Аллах Субхану ва Тааля сам себя обязывает, что захочет, и запрещает себе то, что захочет. И никто не может сказать, что Аллах обязан что-то делать, и Аллаху что-то запрещено делать. Однако мы говорим, Аллах обещал, и Аллах выполняет свое обещанное. Однако была группа людей, му'тазилиты называется, они говорили, что Аллах обязан ввести в рай поклоняющихся Ему и обязан наказать грешников. И вот это является ошибочным мнением в убеждениях, так как Аллах Субхану ва Тааля ничто не может обязать. Даже если разум может прийти к такому решению, разум он не является тем, что объясняет нам наше убеждение. Разум является то, что раскрывает нам наше убеждение, дает понимание. А обязывает что-то или что-то верить, или обязывает что-то не верить, это только может Аллах Субхану ва Тааля. А разум только раскрывающий является, кашиф, но не муджиб. Кашиф, то есть раскрывающий, то есть Аллах Субхану ва Тааля что-то сообщает нам, и с помощью разума мы начинаем понимать это. Вот это. А если человек с разумом дошел до того, что является неправильным убеждением, то человек, во-первых, должен сначала обратиться к аятам, хадисам, а потом только иметь убеждение, а не сначала иметь убеждение, а потом искать хадисы и аяты под свое убеждение. Потому что почему много заблуждений произошло? Потому что человек начинал какое-то убеждение приобретал и потом искал под свое убеждение доказательства из Корана и Сунны. А у нас наоборот должно быть сначала знание, а потом уже основываясь на это знание, убеждение, основываясь на это знание, высказывание, основываясь на это знание, действия. И Муаз бин Джабль сказал: Аллаху ва расулуху а'лям. Аллах и его посланник лучше знают об этом. Это не значит, что Муаз бин Джабль не знал про это или не догадывался про это. А раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает о чем-то, о том, что он все время рассказывает, все время объясняет, и тут опять спрашивает, задает вопрос про это значит, что он на что-то хочет указать, на что-то важное хочет указать. И поэтому сподвижники, даже если знали ответ, говорили: Аллах и его посланник лучше знают, потому что знали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этим вопросом хочет обучить их чему-то, а не просто задать вопрос и узнать, знают они это или не знают это. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаин хакка Аллахи аля ибадихи ан я'будуху ва ля юшрику бихи шай'a». Поистине, раз ты сказал, что Аллах и его посланник лучше знают, то есть оставил это на Аллаха и его посланника, то тогда знай, что право Аллаха аля ибад, который возложит на рабах, запомните, тут вот на рабах именно описал этих людей рабами, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это чтобы ан я'будуху, чтобы они ему поклонялись, ибада делали. Некоторые сахабы, некоторые табиины, тафсир сделали этому слову ан ювахидуху, чтобы были единобожниками по отношению к Аллаху. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал глагол айбада, я'будуху, значит, это начиная с единобожия и включая другие приказы и исполнение приказов и отстранение от грехов. «Валя юшрику бихи шай'a». И при этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, добавил:
И при этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, добавил. Это также указывает на то, что вот это слово «я'будуху» указывает на то, чтобы они поклонялись только Ему, чтобы они выполняли приказы и остерегались запретного. «Валя юшрику бихи шай'a», и чтобы ничем не предавали Ему в сотоварищи, ничто не предавали Ему в сотоварищи. То есть, когда поклоняются, когда выполняют то, что является поклонением, то в этом нельзя наравне с Аллахом поклоняться, эти виды поклонения наравне с Аллахом поклоняться, использовать в отношении другого чего-то. Хоть что бы это ни было, чтобы это не было. «Вахаккуль ибади аля Аллах», и то право, которое Аллах Субханаху ва Тааля сам себя обязал, или, как сказать, то, что Аллах Субханаху ва Тааля, по-другому, если скажем, обещал своим рабам за вот это действие, то, что если они будут Ему поклоняться и при этом, поклоняясь Ему, не будут предавать Ему в сотоварищи, не будут делать ширк, «Ан ля ю'адзиба ман ля юшрику бихи шай'a», что Он не накажет того, что Аллах Субханаху ва Тааля не накажет того, кто не предает Ему в сотоварищи, того, кто не делает ширк. Аллах не накажет того, кто не делает ширк. Что же это означает? Тут будет две группы людей среди мусульман. Те, которые поклоняются Аллаху, то есть выполняют Его приказы, остерегаются Его запретов, и они в этом единобожники, то есть это посвящают только Аллаху Субханаху ва Тааля, то этих рабов Аллах Субханаху ва Тааля ведет в рай без наказания. Без наказания. То есть не будет этим людям наказания, так как они выполнили то, что на них возложит. Однако другая группа людей, которые не совершали ширк, не совершали многобожие, однако не выполняли некоторых приказов и, возможно, делали какие-то запретные дела, то будут ли эти люди наказаны или нет, хадис про это не говорит. Хадис говорит про тех, кто что выполнил то, что возложит на него, и остерегался того, что ему было запрещено, и при этом не предавал Аллаху сотоварища. Однако те, кто совершал какие-то грехи, но при этом не делал ширка, то они, возможно, будут наказаны. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна Аллах ля яхфиру». Аллах Субханаху ва Тааля говорит: поистине Аллах ля яхфир ан юшрика бихи. Не прощает ширк. Не прощает ширк и прощает то, что помимо ширка. Это когда не прощает, это после смерти. До смерти, как мы знаем, все грехи прощаются, если выполнены условия поклонения. Если выполнены условия поклонения, до смерти все грехи прощаются. До смерти у человека, перед человеком открыты врата покаяния. Открыты врата покаяния. Поэтому некоторые ученые, когда говорят про условия покаяния, добавляют два условия. Одно условие – это успеть сделать покаяние до исхода его времени. А исход его времени два вида. Один вид касается всего человечества, и второй вид это касается каждого человека по отдельности. Тот время, которое касается всего человечества, это когда солнце зайдет с запада, то у всего человечества после этого не принимается покаяние. А второе время это пока, как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, пока не начнет выходить душа. В это время уже покаяние не принимается, и поэтому человек должен успеть покаяться в ближайшее время, как в Коране говорится, и в ближайшее время, как сказали эти муфассиры, мин кариб, то есть имеется в виду до смерти. Успеть должен покаяться до смерти. Если он совершил ширк или не совершил ширк, до смерти все прощается, как мы сказали. Однако, если он не совершал ширка, был единобожником, но не выполнял какие-то приказы, делал какие-то грехи, не потому, что он считал, что эти приказы халяль, разрешено не выполнять, или то, что они не являются обязанностью, и делая харам, разрешал себе халяль, а потому что, как грешник, когда его овладевала страсть, он совершал какой-то грех, при этом не запрещая
дозволенного и не разрешая запретного, и не говоря, что то, что возложить на нем, это не является обязательным. То есть не совершал дела, которые касаются куфра. И умер с грехами, то Аллах Субхану ва Тааля в аяте говорит, то, что вот эти грехи, Аллах, если захочет, то накажет за них, а если захочет, то Он простит эти грехи. Но при этом единобожник, то есть тот, кто не совершал ширка, он все равно будет в раю навечно. То есть он все равно попадет в рай и все равно будет навечно в раю. И это даже ученые это ввели в книге Акиды, в книге Имана и сказали, что все мусульмане обязаны в это верить. Все мусульмане обязаны в это верить, что единобожник, он обязательно войдет в рай. Он обязательно войдет в рай, даже если возьмет свое наказание в аду, то в аду он не останется навечно, но войдет в рай и останется навечно в раю. Однако тот, кто выполнял свои обязательства и остерегался того, что ему запрещено, и не предавал Аллаху сотоварища, тот войдет в рай из первых чисел. То есть войдет без наказания. Войдет без наказания, и единственное, то, что Аллах Субхану ва Тааля, то, что он пройдет над адом, это уже Аллах Субхану ва Тааля сказал, то, что это Аллах Субхану ва Тааля это решил, это положение, то, что все люди пройдут через ад, имеется в виду через мост, через ад, это уже решено Аллахом Субхану ва Тааля, то, что все люди пройдут через ад, имеется в виду пройдут через мост, через ад. Все люди увидят ад. И Муаз бин Джабаль спрашивает: «О посланник Аллаха, я Расуль Аллах, афаля убашширу бихин нас, обрадовать ли мне этим людей?» Убашширу, абшара, то есть довести благую весть. Глагол башара имеется в виду, когда ты доводишь до человека благую весть, и у него аж на коже это видно, на теле видно, что он радуется этой вестью. И вот Муаз бин Джабаль говорит: сообщить мне ли это благую весть людям? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ля тубашширхум фаяттакилю, не сообщай им этой радостной вести, фаяттакилю, они понадеются на свое право, на это обещанное, и оставят право Аллаха. То есть будут не выполнять желательные дополнительные действия, могут сделать какие-то упущения в обязательствах, будут упущения делать. Надеясь на что? Вот на это обещание Аллаха Субханаху ва Тааля. И по правде была такая группа людей, мурджи называется, которые сказали: нам не нужны действовать, нам не нужны дела. Если мы сказали, что мы верим в Аллаха, верим в посланника, то значит наша вера, как вера Джибрииля, как вера пророков, ничем не отличается. И нам, какие бы грехи мы ни делали бы, это нам не навредит. Была такая группа людей. В отличие, то есть две крайности. Были хавариджи, которые за каждый грех такфир делали, кафиром называли человека, и была это группа людей, которые, если ты сказал ля илях илля Аллах, то все, ты уже войдешь в рай. Без расчета, без ничего, без того, чтобы войти в ад, и на тебе дела нет. Две крайности. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тут еще вот раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил это Муаз бин Джабалю, это указывает на что? На достоинство понимания религии Муаз бин Джабаля. Потому что он знал пророк, саллаллаху алейхи, то, что сообщив ему это, Муаз бин Джабаль не понадеется на этот хадис, правильно поймет этот хадис. Из этого ученые взяли то, что некоторые знания нельзя рассказывать людям. Некоторые знания не разрешается рассказывать людям, если ты знаешь, что они неправильно тебя поймут. Некоторые хадисы даже, имам Малик, как говорил, некоторые хадисы я вам не довожу, потому что если бы я вас довел до этого, то среди вас фитна была бы. Этот хадис приводится в Бухари и в Муслиме. В другом риваяте, это от Анаса бин Малика. Анас бин Малик приводит от Муаз бин Джабаля эту же историю. Как я сказал, от Муаз бин Джабаля много людей приводили хадисов. И Анас бин Малик
приводят то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ва муазун радифуху аля рахли, то, что Муаз бин Джабаль сидел за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «О Муаз!» И Муаз сказал: «Ляббейка, я Расуль Аллах, ва саидейка». Ляббейка — это означает то, что я ответил тебе, ответил на твой призыв и готов отвечать на твой призыв раз за разом. Или в другом: вот я стал перед тобой и готов стоять перед тобой раз за разом, каждый раз, когда ты меня попросишь. Саидейка, то есть я готов служить тебе раз за разом. Такое у арабов было выражение: ляббейка ва саидейка, то есть я готов, я встал перед тобой, ответил на твой призыв и готов отвечать на твой призыв раз за разом, и готов служить тебе раз за разом. То есть указание на готовность человека услышать от другого человека приказ или что-либо другое. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Муаз!» Опять. И Муаз сказал: «Ляббейка, я Расуль Аллах, ва саидейка». Опять повторил эти слова. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, третий раз сказал: «О Муаз!» И Муаз третий раз сказал: «Ляббейка, я Расуль Аллах, ва саидейка». 3 раза. Зачем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 3 раза это повторил? Чтобы Муаз бин Джабаль приготовился услышать что-то важное. Подготовить Муаз бин Джабаля, чтобы он запомнил это. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма мин ахадин яшхаду ан ла илляха илляллах ва анна Мухаммадар Расулуллах сидкан мин кальбихи илля харрамаху Аллаху алян нар». Если кто-либо засвидетельствует, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, и Мухаммад, посланник Аллаха, сидкан мин кальбихи, будучи правдивым от сердца. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал именно правдивым от сердца? Почему добавил вот это? Как бы указанием на то, что есть люди, когда свидетельствуют, есть люди, которые свидетельствуют только языком, как мунафики. То есть 2 группы людей. Языком они говорят истину, но при этом у одних истина выходит просто из языка только. И они сказали эту истину, потому что надеялись или боялись чего-то. Надеялись на что-то или боялись чего-то. И другие сказали эту истину и языком, и при этом эта истина была их в сердце. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: свидетельствующий, вот это свидетельство ля иляха илляллах, это недостаточно, чтобы двигать только языком, а также это должно быть подтверждение этому в сердце. Потому что мунафики приходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорили: мы свидетельствуем то, что ты посланник Аллаха. Они истину говорили языком. Истина. Однако эта истина от сердца выходила. Эта истина не от сердца выходила. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто засвидетельствует то, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад посланник Аллаха, сидкан мин кальбихи, будучи правдивым из сердца, в сердце, илля харрамаху Аллаху алян нар, то Аллах запретит этого человека, сделает этого человека харамом для огня. То есть огню будет харамом его сжигать, наказывать. То есть этот человек не войдет в ад. Или имеется в виду, более правильно, если объяснить, то есть навечно не останется в аду. Навечно не останется в аду. И он сказал Муаз бин Джабаль: «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, афаля ухбиру бихин нас фаястабширу, не сообщить ли мне это людям, чтобы они обрадовались?» И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если ты так сделаешь, то они понадеются на это. Неправильно поймут эти слова.
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Муаз бин Джабалю, потому что он знал понимание его. И поэтому сообщил ему эту весть. Однако другие могут что? Если человек есть какие-то упущения в поклонении, делает какие-то грехи, то он еще больше может сделать, услышав это. Если человек выполняет обязанные дела и не совершает греховного, то он может что сделать? Будет выполнять макрух и не будет делать желательный мустахаб. То есть будет только то, что обязано на нем, и остерегаться то, что только запретного. И при этом, что в другом варианте хадисов говорится, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: оставь людей, сказал, поистине в раю 100 уровней. Говорит, поставь людей, поистине в раю 100 уровней. То, чтобы не говори это, пускай люди стараются, делаются и достигают уровней в раю. И самый верхний уровень — это, говорит, фирдаус. И самый верхний уровень — фирдаус, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: просите его. В следующем хадис приводится от Абу Зара, его имя Джундуб, сын Джанада. Джундуб ибн Джанада. Абу Зар, как он о себе говорил: я был когда-то четвертью ислама. Я когда-то был четвертью ислама, то есть 4-м человеком, принявший ислам. В свое время ислам состоял только из пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, еще одного сподвижника, и он был 4-м. 4 человека. Абу Зар говорит: я пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и на нем была белая одежда, и он спал в это время. И когда я подошел к нему, он проснулся. Я подошел к нему, он проснулся и сказал: какой-либо раб, кто-либо из рабов Аллаха скажет: ля иляха илляллах, нету Бога истинного, кроме Аллаха, и потом умрет на этом. Важность, здесь указание на что есть. Сказал ля иляха илляллах, и потом умрет убежденным в этом, делая действия по отношению к этому. Вот тут надо еще одно указание сказать, то что вот некоторые вот эти хадисы берут и говорят, что говорят о важности изучения таухида, важности изучения акиды. Это, несомненно, это правильно, это важно изучать единобожие, чтобы не совершать нечаянно ширк, но при этом оставляют изучение сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оставляют изучение фикха, оставляют изучение других вещей, адаба, ахляка. Однако, как ученые сказали, Коран, она полностью книга единобожия. В Коране нету ничего помимо единобожия, нету ничего помимо таухида. Все, каждый аят в Коране — это таухид, единобожие. И объяснили потом. В Коране или сообщается о именах и качествах Аллаха. Это описание Аллаха. Это прямое значение единобожия. Потому что мы не можем предавать Аллаху субхану ва тааля сотоварищей в его качествах. Не разрешается нам приравнивать кого-то к Аллаху субхану ва тааля. Вот. Или сообщается в Коране виды ширка. Это уже прямое, что? Того, что мы должны сторониться. Единобожие. Так же? Или в Коране сообщается о судном дне, рае и аде. Это что является? Это последствия. Последствия тех, кто приняли единобожие, и им будет воздаяние рай. И последствия тех, кто не приняли единобожие, отказались от единобожия, их будет воздаяние, их будет ад. Последствия единобожия. Судный день, вера в судный день, вера в рай и в ад — это последствия единобожия. То, что ты получишь за единобожие. Или приводится харам и халяль. А это что является? Халяль и харам. Это то, что нас обязывает, чем обязывает нас единобожие. Или сообщается о народах, которые не приняли единобожие.
и о народах, которые приняли единобожие. Видите, смотрите, в Коране нет ничего. Вы не сможете привести мне аят, в котором не было бы указания бы на единобожие. Поэтому важно изучение всей религии. Когда человек начинает изучать только что-то, у него появляются недостатки, у него появляются ошибки. Когда он делает упор на что-то и при этом оставляет другое, у него появляются ошибки. Поэтому посмотрим на другие фирки, которые были на протяжении ислама, то всегда они делали упор на что-то одно и не брали религию полностью. Поэтому единобожие – это важно, это то, с чем мы заходим в ислам, это то, что сделает нас, даст нам вечный рай. Это как гарант. Гарантии тебе дается то, что ты все равно попадешь в рай. Но при этом ты не должен другие аспекты единобожия оставлять. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: кто сказал «Ля иляха илляллах», потом умер на этом. Также это указание на то, что дела будут оцениваться по последнему делу. Человек должен до последнего мига стараться быть единобожником, поклоняться Аллаху субхану ва тааля, отстраняться его грехов. Поистине, твое последнее дело будет оценкой всем твоим другим делам. Последнее твое дело, на чем ты умрешь, это будет оценкой твоим последующим делам. И поэтому надо все время об этом думать. То он войдет в рай, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть ему обещан рай, этому человеку. И Абу Зар сказал: даже если он делал зина, и даже если он воровал, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: даже если делал зина, и даже если воровал. И Муаз бин Джабаль сказал: даже если делал зина, и даже если воровал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: даже если сделал зина, даже если воровал. И Муаз бин Джабаль третий раз спросил: даже если сделал зина, и даже если воровал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: даже если делал зина и даже воровал, несмотря на нежелание Абу Зара. Несмотря на нежелание Абу Зара. И Абу Зар, когда рассказывал этот хадис, хвастался этим именно выражением. Даже несмотря на нежелание Абу Зара. То есть указанием это против тех людей, которые сказали, что большие грехи выводят, забирают имя имана у человека. То есть если человек совершил грех большой, то он перестает быть верующим. Этот хадис на что указывает? На то, что человек не перестает быть верующим. Не перестает быть верующим, даже если совершает грехи, которые не относятся к ширку. Даже если в них есть какая-то доля ширка в воровстве и зина. Потому что почему? Есть там доля ширка. Но это не тот ширк, который выводит человека из ислама. Потому что человек, когда делает зина или этим, он следует своим страстям. Также Аллах субхану ва тааля говорит: а видели ли вы того, кто избрал себе Богом страсть свою, желание свое? Поэтому вот этот хадис – это явное доказательство на то, что человек не настанется, то, что человек не перестанет быть верующим. Поэтому иногда, когда дахват делаешь, важно это, иногда вот эту вещь важно указать. То, что человек иногда говорит: я выпиваю, я иногда такие грехи делаю, поэтому не представляет, чтобы он читал намаз, не может себя представить читающим намаз, не может представить себя выполняющим то, что предписал ему Аллах. Однако, если человек единобожник, выполняет то, что приказал Аллах, и совершает какие-то грехи, он лучше того человека, который не признает право Аллаха субханаху ва тааля. Также, пускай лучше уж человек будет верующим в Аллаха и совершает какие грехи, чем вообще не выполняет никаких приказов Аллаха и не признает это единобожие. Иногда грехи какие-то не дают человеку, сдерживает человека от совершения, от стремления изучать религию. И если человека такого найдете, то что его только грех сдерживает, то вот это надо указать ему. Тут ему это надо указать.
То, что изучение религии, изучение единобожия, изучение ширка, изучение куфра, это выше, это, чем вот этот грех, который он делает. Это более важно перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Потому что это первое, то, что он обязал людей. И еще один хадис от Убада бин Самит, рады Аллаху анху, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто засвидетельствовал то, что нету Бога истинного, кроме Аллаха, вахдаху, един он, ля шарика ля, нет у него сотоварища, и то, что Мухаммад абдуху, его раб и посланник, то, чтобы люди не превозносили пророка выше его положения, и варасулюху, и что он его пророк, и при этом не уменьшали его достоинства. Поэтому человек, когда свидетельствует то, что Мухаммад его раб, это указание на то, чтобы они не превозносили его выше его положения. Варасулюху, и чтобы не уменьшали его также положение, его посланник. И то, что Иисус, раб Аллаха, и его посланник, то, что если также человек должен это тоже засвидетельствовать. Ва ибну аматихи, и сын, и его рабыни Аллаха, на достоинство его матери. Это ответ яхудам, которые сказали, что Марьям, она сделала зина. А Аллах Субхану ва Тааля говорит: нет, она была кем? Рабом Аллаха. Высшее положение. Ва калиматуху, и его слово. Почему вот часто Иисуса называют Словом Божьим? Потому что у человека есть две причины создания. Когда человек появляется на этот свет, у него есть две причины, по которым он пришел. Первая причина, наиближайшая, это родители. И дальняя причина, это слова Аллаха Субхану ва Тааля «будь». Так как если Аллах Субхану ва Тааля не скажет «будь», человек не будет. У Исы нету ближайшей причины. Также у него нет отца. Нету ближайшей причины. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля его относит к какой? К дальней причине. Какой дальней причины? Слово «будь». Поэтому, в отличие от всех людей, он называется Словом Божьим. Потому что у него нету что? Ближайшей причины. У него есть только дальняя причина, это «будь». Аль-Каха иля Марьяма, который он довел до Марьяма, до Марии, варуху минх, и является душой от него. Вот это также, вот это берут некоторые христиане, говорят: смотрите, тут пророк ваш сказал душой от него, то есть частью его. Нет, это неправильно. Аллах Субхану ва Тааля сказал: Аллах подчинил вам небеса и земли, которые являются от Него. Ну не знаете же, что земля и небеса являются что? Частью от Аллаха. Это имеется в виду то, что они произошли по причине Аллаха. «Валь-джаннату хаккун ван-нару хаккун», и то, что рай истина, и то, что ад истина, то, что они сейчас существуют в данное время. «Адхаляху Аллаху аль-джаннат», то Аллах введет такого человека в рай с теми делами, которые у него есть. С теми, будь они много, будь они мало, будь среди них грехи, будь среди них только благие дела, Аллах Субхану ва Тааля введет его в рай. Это хадис приводится в Бухари и в Муслиме. Важность верить в пророков как в общем, я верю в пророков, так если важность верить их по отдельности, если приводятся их имена и качества. И последний хадис на сегодня. Это хадис приводится от Амра ибн Аса. Амр бин Ас. Он сказал: «Атайту набия, саллаллаху алейхи вассалям», я пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Убсут яминак», протяни свою правую руку, фаля убаяка, чтобы я присягнул тебе. То есть протягивали руку и присягали, закрепляя это рукой. И фабасата яминху, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, протянул свою правую руку, а Амр бин Ас резко взял
и к себе прижал руку. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: что случилось, Амр? И он сказал: арадту ан аштарита, я хочу поставить условие. Я хочу поставить условие. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поставить условие? Зачем? Поставить условие? Что? Некоторые сказали, это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: как это, иман, ты хочешь привести это, хочешь уверовать, и при этом еще хочешь какое-то условие ставить? Некоторые сказали, что это, что за условие? То есть это в зависимости сложность арабского языка, тут это разные люди, разные ученые по-разному объяснили. Некоторые сказали, что это порицание от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в сторону Амра бин Аса, а некоторые сказали просто, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: что это за условие? И он сказал: чтобы мне было прощено, чтобы мне было прощено, то есть те грехи, которые я сделал. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: разве ты не знал, я Амр, поясни, ислам, то есть принятие ислам, уничтожает, разрушает те грехи, которые были до него. Но это если ислам принял воюющий человек, воюющий с исламом человек. А если человек, не воюющий с исламом человек принял, то есть не враждебный, то в этом случае это прощается только то, что связано с Аллахом, те грехи, которые связаны с Аллахом. А права рабов, там, например, если он украл, в долг взял, то это ему что надо будет? Возвратить. Только так будет прощено. И то, что хиджра, переселение, также, как принятие ислам, разрушает, уничтожает, убирает, стирает те грехи, которые были до него. То есть, когда переселился из Мекки в Медину, то вот эти грехи, которые были до этого переселения, также. И то, что хадж, также разрушает, стирает те грехи, которые были до этого. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул тут ислам. Ислам является причиной, принятие ислама является причиной того, что стираются грехи. И даже в некоторых хадисах приводится то, что те грехи, которые были до ислама, после покаяния, они становятся благими делами. И те благие дела, которые он делал до ислама, также приписываются ему в исламе, записываются ему и в исламе. То есть, если бы он делал благие дела и умер бы не мусульманином, то эти бы грехи превратились бы в пыль в судный день. Благие дела превратились бы в пыль в судный день. Однако принятием ислама эти дела что сделались? Записались ему как благие дела. Также грехи, Аллах субхану ва тааля сказал: а тот, кто уверовал, покаялся и делал благие дела, то мы, говорит, заменим их греховные на благие дела. Некоторые сказали, имеется в виду, человек начнет против греховного, после греховных дел делать благие дела, равные им. Другие сказали, нет, здесь прямое значение имеется в виду, то, что грех станет благим делом, изменится. И приводятся другие хадисы, то, что хадж, он уничтожает грехи и делает человека таким, как в тот день, когда его родила мать, тот имеется в виду все грехи, помимо больших грехов. Потому что для больших грехов хадисы приходят, нужно что сделать? Покаяние. Для больших грехов нужно покаяние. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.